Гости столицы. Доброе утро, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим также и на телевидении, на канале Саха-24. В студии режиссеры Юрий Чукуров, Михаил Эверстов, у микрофона Любовь Петрова. У нас в Якутии разработан уникальный, не имеющий аналогов в мире метод лечения обморожений, когда можно спасти обмороженные конечности. Скажу больше, сейчас ведутся исследования спасения замерзших в течение суток людей. И сегодня у нас в студии автор этой методики, инновационной разработки, доктор медицинских наук, профессор Северо-Восточного федерального университета Рева Захарович Алексеев. Здравствуйте, Рева Захарович. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, звоните, задавайте интересующие вас вопросы, делитесь своими мнениями и предложениями во время прямого эфира. Рева Захарович, давайте вот расскажите о вашей методике. Вот, вначале, как вот холод действует на организм и вот как оказывать первую помощь при этом? Так, дорогие телезрители, радиослушатели, прежде чем начать, как оказать первую помощь, нужно знать, как действует холод на организм. Под действием холода организм не происходит гибель тканей. Под действием холода постепенно снижается температура тела или температура пальцев. Это снижение идет очень медленно, но по мере снижения температуры клетки не погибают, они попадают в такое состояние анабиоза. Они не погибают, они находятся в консервированном состоянии. И все дело под действием холода, когда ткани замерзают, разрушение происходит в момент разогревания, в момент оказания помощи. Если температура тела снизилась до плюсовой температуры, скажем, плюс 10-11 градусов, тогда происходит кровообращение, останавливается. Еще дальшем снижении температуры до плюс 8 градусов организм вообще не чувствует, исчезает чувствительность к воле. При дальнейшем снижении температуры, ткань начинает принимать ту температуру окружающей среды, где он находится. И постепенно происходит так называемый процесс оледнения межклеточной и внутрисосудистой жидкости. И этот процесс мы называем оледнение тканей. При наличии оледнения тканей, когда ткани замерзают образованием льда, движение в этих замерзших тканях категорически запрещается, и даже незначительное движение дает, будем говорить в бытовом термине, это перелом сосудов и капилляров, и дальнейшее оказание помощи, конечно, бессмысленно. Поэтому, прежде чем оказать помощь, надо узнать, есть оледнение ткани или нет. Вот, скажем, происходит замерзание. Мы нашли человека, который находится на улице, и у него, бытовом говорят, отморозились пальцы. Если пальцы больной может двигать, если у них повеления нету, значит температура снизилась до плюс градуса. Плюс 3, плюс 4 может быть, да? Но оледнения ткани нету. Как узнать наличие оледнения ткани? Если пострадавший самостоятельно не может двигать пальцами, особенно пальцами кисти, это говорит о том, что у него наступили оледнения тканей. Тогда любое движение, изгибание пальца приводит к перелому капилляров и сосудов. Когда имеется повреждение сосудов, дальнейшая помощь практически никакой положительного эффекта не оказывает. А как надо тогда помочь? Если имеется процесс оледнения, человек не может двигать, его не надо заносить тепло. Это первое. Не надо заносить тепло
под действием тепла или положительной температуры сразу же начинается процесс оттаивания и разрушения клеток. Как надо поступить? Прежде чем занести в дом или тепло, отмороженные конечности, чаще всего это ноги и руки, их нужно завернуть теплоизоляционным материалом. Что может быть теплоизоляционным материалом? Это любая, значит, теплые рукавицы, куртки, одеяла и так далее. После того, как вы завернули, полностью изолировали от действия тепла, нужно заносить домой и абсолютно никаких движений не делая массаж, постепенно человек должен своим температурой, повышая его температуру, изнутри должен пройти процесс разогревания замерзших тканей. Да, человек изнутри должен разогреваться. Да, изнутри снаружи, своей изнутри. кровью должен разогреть. Тогда постепенно изнутри разогревается и восстанавливается температура, и сосуды не практически никаких разрушаются, и следов тогда... отморожения не будет. Да. А как происходит в больницах? Значит, как нужно это измерить, узнать наличие оледнения или общее охлаждение? Из этой цели нами изобретен устройство, аппарат, термометр, который измеряет при поступлении поверхностную температуру. Поверхностная температура измеряет от минус 50 до плюс 50 при помощи прикосновения замерзших участков. Но при поступлении измерить поверхностную температуру, значит, сразу же, когда человека занесли в теплую комнату, поверхностная температура будет всегда положительная. Плюс 4, плюс 5 и так далее. А чтобы узнать, есть ли или был ли процесс оледнения, значит, это имеется специальный термометр, игольчатый. На конце иглы имеется термопара. Значит, мы, протыкая внутрь на глубине 2-3 миллиметра, узнаем наличие оледнения. Оледнение – это минус 1 и ниже. Это считается оледнение тканей. Вот. И чтобы узнать наличие общего охлаждения, снижение температуры, значит, для этой цели, значит, нужно измерить температуру внутри прямой кишки. Внутри прямой кишки. Снижение в норме внутри прямой кишки температура 30-74 градуса. Снижение температуры 36 и ниже считается общее охлаждение. Или в других случаях, значит, можно измерить, если через ректально невозможно, можно измерить при помощи датчика, который вводится через нос внутри пищевода или желудки. Для чего это нужно? Это для того, чтобы установить наличие общего охлаждения. Если, скажем, имеется общее охлаждение и отморожение, чаще всего это они сопровождаются вместе. В результате местного воздействия холода постепенно начинает температура сбрасывается из нижних конечностей руки или ноги внутрь, и происходит постепенное снижение температуры. При снижении температуры, значит, наличие общего охлаждения мы можем узнать только путем измерения ректальной температуры или внутрипищеводной температуры. Не измеряя ректальной температуры или внутрипищеводной температуры, мы не можем установить наличие общего охлаждения. Поэтому каждой участковой больнице, каждой фельдшер-акушерском пункте должны быть такие термометры. Это ваша личная инновационная разработка? Да, это наша личная инновационная изобретение. А раньше у нас и при помощи различных институтов мы все это, другие термометры были. Это у нас самые последние, так сказать, изобретения.
которые мы вот предлагаем, чтобы они имели в каждой больнице. А вот есть производство, массовое производство? Массовое производство может создать. Да. Этот термометр сделан Обнинска, Калужская область, город Обнинск. Там имеется специальный научно-производственное объединение ТСЕЙ называется. Мы с ними контактируем уже более 20 лет. Они с самого начала другие термометры делали, вот после, и они могут просто могут и сейчас серийно производить вот эти термометры. Кстати, некоторые регионы уже заказывали, вот Чита, Иркутск, они заказывают мои термометры, они там уже и пользуются, потому что я несколько раз доложил вот это третьем съезде травматолог Дальнего Востока, Восточной Сибири, и еще и китайцев там, Хэйлуизанской этой провинции, Хэйке, там профессорам разговаривал, с ними показывал там и так далее, да. Для чего нужно вот измерить обязательно внутриэректальной или внутрипищевой температуры? Без измерения этой температуры мы не имеем права, вообще не можем установить наличие общего охлаждения. А лечение, общее охлаждение, значит, при снижении температуры 35 градусов, значит, мы одни лекарства, 34-33 градуса другие лекарства, 32 или ниже до 30 это все вот так градируется и ставится степень. Поэтому, таким образом, обязательно такое наличие. Да, обязательно нужно измерить внутриректальную температуру. К сожалению, у нас в Якутии, когда такие у нас морозы, да. Сегодня уже 54 градуса. 54? Да, в Эмиконе. Вот. Поэтому каждая больница без измерения этой температуры не можем установить наличие общего охлаждения и лечить это больного. В чем случай? Если температура у нее 33 градуса, должны обязательно вводить специальные лекарственные вещества, которые предупреждают остановку сердца. Да. Если мы это не вводим, значит, больной через 2-3-4 дня он умрет от остановки сердца. А чтобы узнать наличие, надо измерять температуру. Обязательно температуру измерять. А вот этот термометр у вас в единственном у нас экземпляре, да? Да, этот термометр уже более у нас года. Он находится в ожоговом отделении. И мы его постоянно пользуемся. Уже используете, уже оказываете помощь людям, уже спасаете? Да, вот больше года уже используем. В районах нет, да? Не только в районах, но у нас даже республиканской больницы нет. Республиканской больницы даже нет. И других, вот в мире нам нету. Нерингаре нету. Как они ставят потребность в этом, да, обязательно. есть. Без него же нельзя вообще. А вот какая у нас статистика? Сколько людей замерзает? У нас сейчас в городе замерзает где-то 150 человек примерно. Ежегодно? Ежегодно. Вот, замерзает. И из них без признаков насильственной смерти замерзает где-то 80-90, да? И вот этим людям, если правильно оказывать первую помощь, и медицинскую, и первую помощь доврачебную, можно спасти? В отношении замерзших. Значит, когда люди замерзают, после приема, значит, алкогольных напитков или наркотиков, без насильственной смерти, или когда заблудились там, и так далее, и после заболевания, эпилептический приступ, так, сердечный, да. Да. Вот замерзающие люди – это не мертвые люди, это они замерзли. Под действием холода постепенно при результате снижения температуры, где температура снижается до 30 градусов, происходит постепенный мозг переходит в холодовой наркоз. Человек переходит в холодовой наркоз. Он находится ниже 30 градусов, он находится в состоянии холодового наркоза. Это в течение суток, если человек замерз? Да, в течение холодовой наркоза находится, и постепенно это тело начинает замерзать, поскольку подкожная жировая клетчатка является очень плохим проводником холода, понимаете, в течение где-то
24 часов внутренние органы находятся еще в положительной температуре. И бывает даже случай, что сердцебиение сохраняется. Значит, у нас привозили в 1973 году замерзших, в 2004-2003 году, которые замерзали, мы замеряли до 0 градусов, там, да, на 0. Мы их оживляли. Оживляли, да, спасали этих людей. Да, потому что замерзшие люди – это не умершие люди. И есть такая замерзший не труп, пока он не разогрет. Во всех многих странах, за рубежом, вот Америка и так далее, там, Норвегия, ведь замерзших людей доставляет не морг, а доставляют лечебные учреждения, производят реанимацию постепенно, оттаивает. Когда они не могут его, там, вот, поэтому, говорят, замерзший не труп, пока он оттает. Мы вот тоже сейчас пытаемся добиваться, чтобы без насильственной смерти замерзших людей, которые нашли в течение суток, чтобы привозили лечебные учреждения, и там производили оттаивание этих людей. К сожалению, у нас законодательной базы на этого нету. Понимаете? Хотя вот за рубежом даже и вот в Норвегии имеется кафедра по оживлению замерзших людей. Да. Да, кафедра реанимации замерзших людей. Когда наши ездили, вот Якутский научный центр Томский ездил в Норвегию и делал доклад там, в наш совместный доклад по поводу вот, оказания первой помощи, лечения. И они очень заинтересовались, да? Но в связи с введением вот этих санкций, они должны были приехать тут организовать совместное там, изучение, лечение. Да? В связи с санкциями они ни из Норвегии, ни Швеции, ни Швейцарии они не приехали. Да? Это остановлено. Это первое. Второе, во-первых, вот оживление замерзших людей за рубежом, вот в Америке, Норвегии, ну, в Швейцарии, Швеции занимается Министерство обороны. Да. Вот поэтому еще одна сложность в этом. Да. Поэтому многие вопросы, они у них засекречены. Вот. Чтобы вот сейчас мы что, чтобы сделать, вот, серийно сделать вот эти термометры, где-то около 40-30 штук, и ну, раздать по этим улусным больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, вооружить их. А теперь, как вот больной поступил, и начали мы его лечение. Да. Как организовать, как узнать, вот, как восстанавливается микроциркуляция, скажем, на пальцах? Как диагностировать, вот хорошо лечим, нормально лечим, или он восстанавливается или не восстанавливается? Это для того, чтобы это сделать контрастировать, это очень, ну, очень дорого стоящие и так далее. Там методики надо. И не безвредные. А вот при помощи вот этого термометра поверхностной температуры, при помощи измерения температуры на концевых планках ежедневно измеряя, мы можем, или постоянно измеряя, мы можем установить действие наших лекарственных средств. Он восстанавливается у кровообращения или нет. Если кровообращение восстанавливается, значит температура наших тканей выше комнатной температуры. Выше комнатной температуры. Вот, скажем, сегодня мы назначили лекарства, которые вот, должны были его восстановить, кровообращение, да? Значит, до этого назначили вот 22 градуса, это комнатная температура. Когда мы назначили лекарство, прошло 2-3 часа, измеряем 28 градусов. Значит, постепенно идет восстановление кровообращения. Да. Или, скажем, вот сегодня измерили в этих пальцах 32, 31, 33, 28, 22. Это значит, говорит о том, что вот пятых, четвертых пальцах, значит, кровообращение практически вот этого нету, а это восстанавливается, а это и. Когда мы назначили лекарство, на следующий день мы опять измеряем и смотрим, как идет. Если снижение температуры, значит, идет нарушение кровообращения. Поэтому этот называется прибор
для диагностики и для контроля эффективности лечения вот отмороженных тканей. Да. Понимаете? Вот. А сейчас у вас еще дальше разработки есть? Сейчас вы Да, работаете над сейчас чем? дальше разработка это сейчас, во-первых, внедрить вот этой методики, которую мы уже установили, оказание помощи при оледнении ткани. Если, например, вот больной поступил с оледнением ткани, то мы специальная методика миорелаксации, в общем, введением его искусственной кому, применением различных новых лекарственных средств, мы полностью восстанавливаем кровообращение. Это первое. Второе, чтобы контролировать, чтобы не измерять температуру каждый день. Вот так, каждый день приходить, измерять. Это, во-первых, вы измеряете температуру практически через 24 часа. Ну, сегодня утром перевязали, следующим. А чтобы постоянно посмотреть температуры, значит, измерение температуры, это значит контроль восстановления кровообращения, микроциркуляции. Поэтому сейчас вместе институтом физтехпроблем Севера у нас, вот из Якутии, да, значит, прикрепляем такие датчики, датчики на всех отмороженных пальцев, да, соединяем при помощи маленького вот контроллера, который он постоянно, ежесекундно, через каждые 10 секунд он ее записывает. Какая температура. Как бы. И эти данные мы через день, через термометр узнаем, какая температура, как изменяет. И какие процедуры, как влияет на восстановление температуры. Да, в режиме онлайн, надо сказать, по-современному. Постоянно, да, это можно посмотреть там. И поэтому, сейчас эта разработка уже практически уже начали где-то 3-4 месяца надо. У нас опытный прибор уже сделан на 5 пальцев, да. Сейчас они будут делать на 10 пальцев и постоянно, да. И имея такие приборы, будем знать уже как лечить, как контролировать, как восстановить кровообращение. А вот Министерство наше здравоохранения насколько заинтересовано в вашей работе, в ваших разработках, вот во внедрении, в изготовлении этих приборов? Министерство здравоохранения, он никак не заинтересован. Да. Я разговаривал с Министерством здравоохранения, они говорят, мы эти приборы не приобретаем, это незачем, потому что это больнице надо, не Минздраву. Пусть больницы покупают. А у больниц нет средств. А у больницы, у нее, как всегда, никогда у них денег нету денег. Вот. Поэтому мы хотим через какие-то спонсорские организации, чем-то такое, или через, даже не знаю как. Вот. Кому надо, то те и покупает, там, заказывает. Да, Вот. Уже другие регионы покупают. Да, другие регионы уже Якутии, там заказывают. А у нас в Якутии, когда вот такая у нас суровая зима. Восстанавливать это делают. Но если таких приборов нету, то лечить холодовые травмы это практически невозможно. Да. У нас есть такая уникальная методика, когда можно хотя бы одного человека можно спасти, да? И получается... Да, мы спасаем заледнением ткани. Да, у нас 70% мы спасаем. Да, если такой человек высокий процент. Такой высокий процент. 70% мы спасаем. Да. А 30% наступает только поверхностными некрозами или некроз концевых палат. При применении этой методики, которая была предложена в 1999 году, это методика размораживания оледневших тканей. А если оледневшая ткань, 100% ампутация. Вот, это и еще, что я могу сказать в заключение, чтобы местное население правильно оказывала первую помощь. Да, самое главное. Самое главное, первая помощь. Это, если, скажем, вот нашли отмороженного человека, его не надо занести сразу домой. Да. Надо закрыть отмороженное. Да, отмороженное, конечно, надо изолировать, изолировать. И занести домой. И разогревать изнутри горячим чаем. Разогревать. И не надо делать никаких массажев, ничего не надо. Движений, и снимать
унты или чем замерзшие, это не надо самим Сима. Всё, Абсолютно. ага. Все, спасибо, Рева Захарович. Большое вам спасибо. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и Спасибо. желаю вам успехов Спасибо. в вашей разработке методики. Да, спасибо. Спасибо. М. Радио Саха. Первое радио Якутии.